ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вот и подходит к своему завершению 2017 год. Он был разным для каждого из нас и запомнится нам совершенно разными деталями. Но в одном он был похож на предыдущий. Все 12 месяцев коллектив ГСП онлайн пытался предоставить вам самые главные новости здесь и сейчас. За этот год мы сделали для наших зрителей почти 600 репортажей о самых запоминающихся в этом сюжете. Наш рабочий год, вопреки всем традициям, начался вовсе не с детских утренников и съемок массовых лыжных гонок. Большинство этих мероприятий благополучно отменили из-за мороза, а просто ужасающим состоянием постпраздничного города. Ухта буквально утопала в мусоре. Вот у меня, вот, например, на Нефтяников 12 там тоже мусор действительно полностью переполнен, особенно вот этот вот ковш. А на праздниках вообще как вы возили мусор? Хреново. Тогда управление ЖКХ обвинило в нерадивости управляющие компании, а те, в свою очередь, гидравлику мусоровозов. Та в минус 40 просто отказалась работать. Таких морозов больше не повторялось, а вот мусорные коллапсы, к удивлению, все же были. ЖКХ вообще, как это у нас принято, у населения была война. Маленькая, но своя. Так, в середине марта на улице Дружбы из-за неубранного своевременно снега люди не смогли утром выйти из подъезда. Дверь заблокировал не вынесший груза ответственности козырек. А нечего было возлагать столько полномочий на хлипкую конструкцию. А то, что съехал, бывает. Но у нас еще не такое бывает. По неизвестной причине в рабочем поселке у жительницы улицы Заречной во дворе был настоящий каток под открытым небом, а в доме импровизированный бассейн. Водоканал, говорит, не наша вода. Теплосети, говорит, не наша вода. База, говорит, не наша вода. А чья вода? Грейзер, что ли, у нас забил? В итоге, чтобы отвести воду из двора Ухтинки, администрация установила дренаж. Откуда была-то вода, так и осталась тайной. Зато секретом не была полная некомпетентность одной управляющей компании. От УК Энума Элиш долго пытались избавиться жильцы общежития номер 47 по Синюкова. Люди, когда увидели, что управляющая компания не справляется со своими обязанностями, что они не осуществляют надлежащую уборку, кругом грязь, люди ходили, пинали даже мусорные пакеты. Но проблема была не только в этом. Жильцы никак не могли разорвать договор с ненавистной УК. И только спустя полгода после первого обращения стало известно, жильцы таки победили в этой коммунальной войне. 2017 вообще был ознаменован в городе борьбой за свои права и свободы. Год столетия Октябрьской революции в Ухте и соседнем Сосногорске был богат на митинги и пикеты. Люди, не побоявшиеся выйти на улицу с транспарантами, требовали наказать коррупционеров. Мы против коррупции высших чиновников, высокопоставленных. Нам интересно, где у Дмитрия Медведева 70 миллиардов. Что он собирается с ними делать и вообще какие опровержения будут в этот адрес, если они есть. Душа болит за Россию. Надоело бороться с коррупцией кругом. Кругом. Жулик на жулике. Один хуже другого. Сажают одного, ставят другого. Неоднократно отстаивать свои гражданские права на улицу выходили целыми семьями. Например, за отмену 144-го республиканского закона, который лишил часть семей с детьми льгот на оплату детских садов. Я сама являюсь многодетной мамой, у меня 4 детей. 2 из них посещают дошкольное учреждение. То есть, если мы платили раньше 5000 рублей за 2 детских садика, да, то сейчас на данный момент мы будем платить 7. 2000 рублей для нас очень большая сумма. Эти деньги мы могли бы направить на дополнительное образование наших детей. Извините меня, с 2014 года нам зарплату не поднимали, коммуналка растет, цены на продукты растут, еще и компенсацию забирают. Тем более, получается, там в табличке достаточно небольшой доход указан, по которой критерии уже компенсация отменяется. К глубокому сожалению, тех родителей закон так и не отменили, зато борьба шудоягцев возымела действие. Напомним, в Бару центральной больницы хотели делать вертолетную площадку для санавиации. Только жители поселка встали в позу: не рубите дерева, не рубите. По проекту планируется вырубка 2 гектаров леса. Данная зона, зеленая зона, это место отдыха, место, где не восстанавливаются, а проводятся те же спортивные мероприятия школы. Гуляют, отдыхают наши пенсионеры, мамы с колясками. То есть все это
экологически чистая, нетронутая наша зона. Это не потому, что шудаякцам плевать на больных и санавиацию. Просто для этого, по их мнению, больше подошла бы готовая площадка за мостом. Эта готовая площадка, она более безопасна для производства посадок и взлетов вертолетов по метеорологическим условиям. То есть она находится в более открытом месте и гораздо выше, чем та, которая предлагается. Чтобы доказать свою правоту, жители Шудаяга устраивали одиночные пикеты, а еще субботники в Бару, акции «Обними дерево» и даже нашли там краснокнижное растение. К счастью, разговоры о вырубке подутихли. Правда, месяц назад в прогулочной зоне началась установка больничного забора. Хорошо, хоть пока без бензопилы. Злополучная вертолетная площадка, к слову, была не единственной темой, актуальной для поселков. Неоднократно в 2017-м всплывали вопросы развития промышленности, а именно предприятия Ситтек и опасных грузов, которые оно провозит все через тот же Шудаяг. Тетрахлорид титана мы возим для нужд производства, но если речь шла о том, что вы озвучивали, что их возили там в бочках, в которых были вопросы и к состоянию, и к коррозионной стойкости, и к каким-то вещам, связанным с укладкой. Мы сейчас возим тетрахлорид на площадку исключительно в танк-контейнерах. Жаль, что этот факт не успокаивает ни шудаягцев, ни жителей Яриги. После включения полных мощностей местный Ситтек будет возить хлор по ЖД путям в этот поселок. С учетом того, что вокруг Яриги и так немало промобъектов, людям эта перспектива совсем не нравится. Хотя все мы понимаем, развитие промышленности, рост благосостояния, увеличение рабочих мест. Вот и Лукойл в этом году пообещал ухтинцев взять на новую газофракционирующую установку для производства технического бутана. Следующим. После стадии строительства газофракционирующей установки оно приведет к созданию новых рабочих мест. Мы стараемся следовать политике, растить специалистов из нашего региона. И вроде бы растем мы как промышленный центр Коми, а отток все равно мощнейший. Все потому, что люди боятся, вопреки всем обещаниям, рабочих мест все меньше. Осенью перестал существовать бывший Печорнипи нефть. Последние пару лет предприятие было филиалом Лукойл Инжиниринг. Когда сотрудники поняли, что их место работы на грани ликвидации, стали обращаться во все инстанции. Помогли им только местные коммунисты, обнародовав информацию. Сегодня 400 рабочих мест, плюс у меня есть данные, что по этому году вообще около 1000 рабочих мест у нас сократилось и в нефтяной, и в газовой отрасли именно по нашему городу, я еще раз подчеркиваю, то это будет существенный удар. Еще в мае о ликвидации филиала говорили в будущем времени. К концу 2017 года можно констатировать 400 рабочих мест, а вместе с тем и один из немногих научных центров Ухта все же потеряла. И это не единственная потеря. Из города также вывели и организацию «Газпром» бурение. Зато в 2017-м Ухту радовала сфера образования. Ухтинский технический лицей попал в 100 лучших школ России по развитию спортивно-патриотического направления. Первые и очень уверенные шаги в инженерную науку делали дошколята. Совсем еще маленькие мальчишки и девчонки поражали взрослых своими навыками в робототехнике. А старшеклассники и вовсе вывели наш город на первое место по количеству победителей предметных олимпиад. Мы лучшие, мы именно в системе образования республики на первых рубежах идем. Мы флагманы образования республики. Ребят, которые отличились на республике, чествовали в администрации. Все они, безусловно, гордость Ухты. Особенно Анастасия Лобанова. Ученица 10-й школы стала лауреатом Всероссийской олимпиады по литературе. С этой победой девушки открылись все вузы страны по гуманитарному профилю. Я не планировала поступать по профилю литературы, я планировала поступать в архитектурный вуз. И эта победа была совершенно неожиданной для меня. Вот теперь передо мной стоит очень серьезный выбор. В итоге Анастасия выбрала местом учебы в Высшую школу экономики в Москве. Отрадно, что теперь она наш будущий коллега, журналист. Несмотря на все трудности уходящего года, ухтинцы развивались не только умственно, но и физически. В 2017-м впервые за долгие годы в Ухте выдали знаки ГТО. Возродить решили и еще одну давнюю спортивную традицию. Устроили на карьере возле Озерного соревнования по подледной рыбалке. Признаться, мы были удивлены, что в этом водоеме есть рыба, да еще и столько. Но в этом водоеме водится окунь, гальян,
ёрш, карась. Ну, очень мало налима и, говорят, щука присутствует. Также Ухта в этом году стала принимающей стороной не только республиканских соревнований, коих было немало. В конце марта у нас прошел и 4-й этап Кубка мира по полиатлону. Надеемся, в следующем году на радость спортсменов и болельщиков для здорового спортивного азарта будет еще больше поводов. Помимо огорчений из-за проблем ЖКХ, ненадлежащей работы промышленников, сокращения рабочих мест и прочих грустных моментов, Ухта все же радовалась. В первую очередь новым дорогам. Надеемся, наш новый асфальт не сойдет в 2018-м вместе со снегом. Уж больно давно мы не видели такой ровненький, без трещин и выбоин. В этом году на асфальтирование у нас запланировано порядка 100 тысяч квадратных метров, это если мы берем вместе с дворовыми территориями, с поселками и с основными улицами города. Это около 100 тысяч квадратных метров. Для сравнения скажу, в прошлом году в городе было заасфальтировано всего 12 тысяч квадратных метров. Так что к августу Ухта была готова к 2 масштабным праздникам. Первым стал юбилей «Газпром-Трансгаз Ухта». К этому празднику в новой части Ухты газовики открыли свой новый офис. Пожалуй, самое красивое и масштабное строение на сегодняшний день. И симпатичную аллейку рядом со скамеечками и оригинальными скульптурами. Вторым масштабным гулянием отметили День города. Он, к слову, дал старт на столетие всей республики. В 2017 году Ухта стала победителем гранта главы Республики Коми на проведение именно торжественных мероприятий в городе Ухте. У нас также средства были выделены на ремонт нашего Дворца культуры, на ремонт наших городских сетей. И одно из мероприятий обязательных для вот этого гранта – это было «Старт дает Ухта». Ровно через 5 лет наша республика отпразднует свой вековой юбилей. И к великому счастью ухтинцев приводили в порядок город не только перед праздниками, но и продолжили делать это после них. До поздней осени в парке Кио шли работы по восстановлению и очистке пруда, ремонту дорожек и моста через реку Чебью. Также летом следующего года запланировано расширение набережных газовиков. Из 2017-го город уходит с большими планами и надеждами на 2018. ГСП онлайн. Городские новости сейчас.